Региональное отделение партии «Единая Россия» в Башкирии направит более 10 тысяч волонтеров для работы наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию России. Обсудим это вместе с руководителем исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустемом Ахмадинуровым. Рустем Маратович, здравствуйте. Здравствуйте. Как удалось набрать почти 11 тысяч волонтеров? Расскажите, пожалуйста. Ну, это для нас работа постоянная. У нас всегда есть наблюдатели, которые участвуют в выборах, в голосованиях, референдумах. И сегодня, когда будет такое достаточно беспрецедентное голосование, то есть оно будет проходить неделю, потребовалось, в принципе, по три человека на участок в среднем, 10 851, скажем, наблюдатель. У нас, учитывая, что 100 тысяч членов партии, это вполне такая посильная величина. В целом же наблюдением в республике планируется, что будет охвачено около 30 тысяч граждан, учитывая, что будет все-таки 7 дней. Будет все-таки с 25-го досрочное голосование и 1 июля основное голосование. Ну и хотелось бы, чтобы все это было достаточно прозрачно для общества. В связи с тем, что голосование будет проводиться с 25 июня по 1 июля включительно, как будет строиться работа и какие требования предъявлялись к наблюдателям, какие задачи перед ними вы ставите? Ну, во-первых, люди могут, особенно пожилые, которые сейчас у нас находятся на карантине, на определенной самоизоляции, по-прежнему, у них по-прежнему есть так называемые там ограничения, комендантский час, как называют его в народе, а в принципе ограничения по посещению в вечернее время, то вот особенно пожилые граждане или, допустим, люди маломобильные, с какими-то заболеваниями, они могут позвонить на свой избирательный участок. Телефоны находятся на сайте Центра избиркома. И попросить, чтобы к ним, допустим, 26-го в 3 часа дня принесли, значит, урны для голосования. И, значит, избирательная комиссия с участием наблюдателей может прийти, и там весь подъезд или там несколько квартир могут проголосовать практически, ну, выйдя только во двор или на лестничную площадку. У них будет одноразовая ручка, будет специальные перчатки, маски медицинские. Сами работники избирательных комиссий будут тоже защищены, у них вплоть до того, что будет экран. Поэтому это достаточно такая безопасная процедура. Ну и мы оцениваем, что вот 1 июля это будет только часть людей, которые придет. При этом это будет, ну, там, несколько человек в час на участок. Хотя вот я слышал, что предприниматели наши проводят ряд серьезных интересных рекламных акций. В частности, я слышал про такую акцию, как «Яйца по рублю». Поэтому, может быть, и на избирательный участок придет достаточное количество людей. Но на то, что не будет никакого скопления, я в этом все-таки не сомневаюсь, потому что процесс растянут по времени. Ну и, кстати говоря, на выборах главы Башкортостана в прошлом году вот такая атмосфера, как праздник, когда предприниматели и бизнес организовывали, это было очень эффективно. Ну, здесь не на всех, видимо, участках это будет проводиться. Ну, рекламные акции, которые вот по яйцам, будут практически по всем городам, потому что это им выгодно, это промоушен определенный для них. Они предложили, и, насколько я знаю, эта акция сейчас готовится совместно с Минсельхозом. Что касается других мероприятий, связанных с вот раздачей перчаток, масок, это все-таки меры предосторожности, то есть люди, которые придут, они должны быть действительно защищены. И с моей точки зрения все, значит, необходимые процедуры для того, чтобы обеспечить вот эту безопасность на участке, это будет одно из самых безопасных мест, ну, в отличие, допустим, там, я не знаю, от парков или магазинов, где не всегда люди ходят в масках, допустим, в тех же парках. Здесь все будет, ну, скажем, стерильно, и коронавирус не пройдет. Для своих наблюдателей «Единая Россия» какие ставит задачи? Ну, мы ставим задачу, во-первых, чтобы не было никаких вот скоплений и не было каких-то провокаций со стороны, может быть, людей, которые хотят сорвать голосование. Голосование будет очень простым, в бюллетене будет, значит, записано, поддерживаете вы поправки или не поддерживаете, то есть да или нет.
Фактически вы, проголосовав одноразовой ручкой, которую вы можете забрать, можете выкинуть, значит, вы после этого бросаете это в урну. Мы, правда, еще планируем, что наши наблюдатели, они будут организовывать голосование за город Уфу как город трудовой славы. И это голосование, ну это даже просто подпись поставить за это решение, потому что Уфа претендует в числе 20 городов на вот это звание именно государственное, потому что у нас есть общественный статус, а государственный статус дает определенные привилегии городу. Ну и третье, мы планируем, что наши наблюдатели будут собирать голоса за проект «Наши реальные дела», то есть какую площадку вы хотите сделать, детскую, спортивную, вот на территории вашего вот этого округа, где вы голосуете, что вам считаете необходимым. Примерно, значит, вот 1000 таких проектов мы в 2021 году готовим, и мы хотели бы получить от людей, которые придут, пользуясь возможностью, получить их мнение по поводу того, какое реальное дело они хотели бы сделать. Интересная акция. Мы понимаем, что все изменения это из-за коронавируса. К сожалению, пока эта опасная инфекция, опасный вирус не отступает. Но вот вы руководите такой большой армией, 100 тысяч членов партии «Единая Россия». Вы оцениваете, как среагировала государственная система власти здесь у нас в республике. Да? Как вы оцениваете, что произошло и насколько велика беда? На пандемию? На пандемию. Ну, я считаю, что вот те там 4 основные компонента, которые нужно было власти отреагировать. Первое – обеспечение самоизоляции. Оно было, в принципе, обеспечено, ну, мне кажется, на 4 с плюсом. Все-таки были и люди, которые с-за рубежа вовремя, значит, самоизолированы, и потом вот с Москвы и Санкт-Петербурга, там буквально 0,3, по-моему, тех людей, которых выявили с городов, ну, менее процента. Поддержка экономики, этим занималось правительство. Два вот этих существенных все-таки блока мер по поддержке экономики на 30 миллиардов, они достаточно, мне кажется, дадут возможность задышать бизнесу. Пока, конечно, это только начинается, но в принципе я думаю, что в течение ближайшего квартала мы увидим, что бизнес получит от этого действительно поддержку. Третье – это медицинская помощь. Ну, сама цифра 18 людей, которых мы потеряли, конечно, это все-таки цифра, если посмотреть с другими регионами, с другими странами, это, ну, скажем так, все-таки минимальное количество, которое мы должны сказать спасибо врачам. Я сам, вы знаете, тоже заболел, и в какие-то минуты я считал, что, ну, вот, ситуация такая, что может быть самое плохое. Ну, приходили врачи. Лично с вами? Да, приходили врачи, и делали свое дело, и я понимал, что в принципе я под надежной защитой. Поэтому я считаю, что врачи сработали практически вот на отлично, если не считать ситуацию с РКБ, где в принципе вовремя меры, наверное, не были приняты, и поэтому мы там получили определенный очаг. Ну и четвертая мера, четвертый блок проблем, который занималась власть, мы участвовали там тоже вместе, это адресная социальная поддержка. Она, кстати, в Конституции впервые гарантии адресной социальной поддержки в одной из поправок включены. Вот этой вот работой мы занимались совместно с Минмолом, с Минсемьей, Минсельхозом, и эту работу, я думаю, мы тоже организовали неплохо. 241 тысяча на сегодняшний день получили помощь, и она будет продолжаться. Как вы считаете, какой будет новая посткоронавирусная реальность? Ну, вы знаете, я думаю, что большого отличия не будет. Кто-то говорил, что вот мир уже не тот. Мне кажется, это все-таки мир все тот же самый. Единственное, что определенные отрасли, ну, допустим, та же доставка, она получит дальнейшее развитие. Ну, допустим, у меня супруга сейчас покупает вплоть не только продукты, но и одежду, все покупает все по интернету. И это, кстати, удобней, это действительно комфортнее, и даже продукты, они самые лучшие доставляют. Не всегда так ты сможешь, вот, потратив там 2-3 часа, купить то, что мы заказываем по интернету. Я думаю, что
дистанционные формы обучения и проведение каких-то вот онлайн-совещаний, зумов, которыми мы овладели. То есть это сократит расходы. У нас республика большая, иногда нет необходимости собирать всю республику вот на часовое, двухчасовое совещание, можно провести это в зуме. Поэтому получат развитие цифровые технологии. Мы вчера встречались с Радием Фаидовичем по Народному университету программе, мы думаем о ее совершенствовании, модернизации. Поэтому какие-то области получат дополнительное развитие, и в том числе и в сфере бизнеса. Ну и если коротко можно, как вы оцениваете вклад «Единой России» здесь, в Башкортостане, в борьбу с коронавирусом? Но я думаю, что это оценивать должны избиратели на ближайших выборах, которые будут 13 сентября. У нас пойдет целая команда, которая планирует заботы о вас, заботы о республике. Значит, эти депутаты будут участвовать в местных выборах, и я очень рассчитываю, что мы получим достойное и, может быть, даже большее представительство в органах местной муниципальной власти на выборах 13 сентября. Но тем не менее, вы как руководитель ведь строили планы, как вы будете работать. Мы видели и волонтеры, и помощь с автомобилями и так далее. Все это каждый желающий может найти. Совпали ли вот ожидания и реальность, если вы смотрите на себя как на руководителя, и какие выводы вы сделали основные? Вы знаете, очень много пришло простых ребят, студентов, которые вот пришли, влились в наши ряды и практически вот помогали там по 300-500 доставок есть у ребят, которые бескорыстно потратили свое время. То есть можно было вот на той же доставке продуктов получать там, я не знаю, по 15-20 тысяч, там, в смысле, заработную плату. Они занимались тем же самым, но занимались бесплатно. Иногда мы там кого-то подкармливали, те, кто занимались, допустим, в колл-центре, то есть было питание организовано, а кто-то занимался совершенно бескорыстно. Поэтому вот таких людей, которые занялись этой работой, там отряд Шеймуратова появился, те же ночные волки, которые там думали только на мотоциклах ездить, а они ездили по всем дворам и по всем этим помощям, по приютам. Я хочу сказать, очень много появилось людей, которые просто проявили свои лучшие качества, и то, что они пришли к нам в Единую Россию, это говорит о том, что мы определенное доверие имеем. Спасибо, Рустем Маратович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров.